Полсотни километров за чистой водой. Жители села Старошареево Кармаскалинского района вынуждены совершать походы к родникам, ведь в их деревне отсутствует водопровод. На улицах вырыто несколько скважин, однако эту воду можно использовать лишь для хозяйственных нужд. Жители писали письма во все инстанции, в том числе и на страницу руководителя региона. В районной администрации прояснили ситуацию. Артур Шамсуддинов узнавал подробности. Принести воду в дом для Рамили Хуснудиновой – настоящее испытание. Пенсионерке пошел 7-й десяток, а она, как и в молодости, с ведрами, коромыслом шагает через всю деревню. Ежедневно приходится делать несколько рейсов, но выбора нет, жалуется женщина. Ничего пока. Вот года два, может быть, ничего, а потом не знаю как, кто будет возить. В селе Старошареево Кармаскалинского района более 500 жителей, а скважин с водой всего 7. Среди местных много пенсионеров, некоторые с трудом передвигаются. Тем, кому ходить за водой на другой конец деревни совсем тяжело, роют колодцы прямо у себя во дворах и качают воду с помощью самодельных насосов. Правда, какого она качества никто не проверял, но уже невооруженным глазом видно, что для питья она непригодна, слишком грязная. И эту воду жители в основном используют для хозяйственных нужд. За питьевой многие каждую неделю совершают паломничество в соседний район, к роднику. 50 километров туда и обратно. Накладно, очень накладно. Каждый день на заправку надо. Там еще очередь, тоже машины стоят. Где-то подъезжаешь, 5-6 машин стоят уже. Люди много лет просили чиновников помочь им с водопроводом. В ответ приходили лишь отписки. Глава сельсовета только разводит руками. Он и сам из этого села, но ничего поделать не может. Бюджетных средств для строительства водопровода не хватит. Это очень большие средства нужны. Если по грубым подсчетам говорят, 1 километр больше 1 миллиона рублей стоит, это не только сельсовет, вообще бюджет, конечно, это вот даже мы районной администрации этот вопрос уже прорабатывали. Не могут помочь финансово и в районной администрации. Они уже сделали подсчеты. На водопровод потребуется около 20 миллионов рублей. Впрочем, крест на этом жизненно важном вопросе не поставлен. Чиновники подали сразу несколько заявок для участия в республиканских программах. Это в Госстрой на включение, в РАИП, значит, на 2020 год. Также была подана заявка в Министерство сельского хозяйства на включение, значит, данного объекта в программу устойчивого развития сельских территорий и в программу комплексное развитие сельских территорий. При удачном раскладе, говорят чиновники, водопровод можно будет построить уже в следующем году. Впрочем, до тех пор жителям придется действовать по старинке. Люди говорят, рядом протекает река Белая, вдоль деревни пролегает автомобильная трасса. Они все равно словно оторваны от цивилизации. Артур Шамсуддинов, Артур Елаев и Ильнур Чураков. Новости. Кармаскалинский район.